Вот судебная ветвь, да, одна из вот этих вот трех независимых ветвей власти, которые, но по идее не должны никак зависеть друг от друга. Да? То есть какие-то должны быть системы, сдерживать противовесов. Что-то у нас такое в Конституции тоже прописано, как в любой нормальной, цивилизованной, демократической стране. Но на практике, конечно, плохо работает. Какие-то вещи надо было поменять, чтобы более независимыми сделать судебную ветвь. Но самое главное, давайте посмотрим обычного рядового судью для начала. Да, вот, он независим у нас, независим, и как это все обеспечивается, вот как в жизни, как по закону, как, наверное, лучше сделать. Реально на практике судья страшно зависим, хотя декларируется абсолютно, да, что никто на него не может давить, это уголовное преступление, если каким-то образом на судью попытаться по телефону или иным образом надавить, но этого в жизни не происходит. То есть вы не услышите и не увидите никогда на практике, чтобы какой-нибудь не знаю, важный чиновник или кто-то еще какой-нибудь авторитет преступный или из бизнес-сообщества, или еще кто-нибудь позвонил судье, начал ему угрожать по телефону или еще каким-то образом. Да. То есть такого в жизни нет. Все происходит гораздо мягче, гораздо, знаете, к нашим условиям адаптирования. Да? То есть судья на самом деле подчинен очень жестко председателю суда. Вот эта зависимость самая на сегодня страшная и самая действенная. То есть каждый судья напрямую зависит от председателя суда. И практически в жизни ни одно решение не выносится без согласования с председателем суда. Ну, может быть, какая-то мелочевка, конечно, есть. Вот есть, я не знаю, вот здесь прямо рядышком у вас есть административный суд, знаете, по Марково, да, чуть прямо ниже Тимирязева. Вот в этом административном суде у каждого судьи в день несколько десятков процессов. То есть судебное разбирательство, например, ДТП, да, какое-то, где-то стукнули с машинки, это вот административный суд, здесь выясняет, кто прав, кто виноват, какой ответственности привлечь, да, штраф или лишение прав и прочее. И вот это разбирательство, оно проходит, буквально зачастую считанные минуты. Зашли, что-то было, все, что-то, да? Вышли, объявили решение, все, то есть никакого разбирательства нет, потому что судья просто зашивается. Да? Представьте себе 20 или 30 дней в день рассмотреть, какие там он может рассусоливать, да? Как это положено по закону делать. Понятно, что все вот эти случаи, ДТП и прочие мелкие, наверное, с председателем согласовать невозможно, если их 10 судей, у каждого 30 дел в день, то есть 300 дел, чтобы просто с председателем утром или вечером накануне обговорить, да, это тоже с ума сойдешь. Это, наверное, надо 3-4 часа сидеть и с председателем обговаривать. Поэтому тут, наверное, самые, будем говорить, какие-то важные, да, самые такие, не знаю, взяткоемкие, да, дела, самые, где участвуют какие-то важные влиятельные лица или еще что-то, да, вот такие дела обговариваются, а мелкота всевозможно уже не обговаривается. По гражданским делам, обычные суды, где рассматриваются гражданские дела всевозможные, там поменьше, конечно, нагрузка, намного поменьше, да, то есть в день всего несколько дел у судьи, как правило, 2-3 дела, может быть, да, 4 дела, иногда одно, 5, в среднем, да, будем так говорить. Поэтому такие дела, конечно же, почти все они могут согласовывать с председателем судов. Вышестоящие инстанции есть, да, у нас, допустим, Алматинский городской суд в Алмате, в каждом областном центре есть областной суд, который пересматривает дела уже, которые по первой инстанции вынесены, да, жалобы приносят, и вот уже пересматривают вышестоящие инстанции. Тоже такая практика, что каждый судья, там все дела поступают, в день какое-то количество, они распределяются по всем судьям этого суда, каждый судья рассматривает какое-то количество дел, и каждый судья приходит к председателю, согласовывает. То есть это, естественно, в законе не написано, что он должен приходить и согласовывать. Да? То есть, грубо говоря, он приходит и спрашивает, какое мне вынести решение. То есть вот этот должен быть прав или вот этот. Да? Или он приходит и говорит, вот я считаю как судья, что вот этот вот прав. То есть я завтра на процессе буду выносить вот такое-то решение. Да? Вот такая практика. А председатель суда может говорить, нет. Должен не этот победить, должен вот этот победить. Судья бедный чешет затылок и думает, как же теперь так все сделать? Потому что по закону прав этот, а председатель сказал, должен победить вот этот. Да, и он делает теперь все, чтобы победила другая сторона. Вот все мастерство наших казахстанских судей реально в жизни, на практике сводится к тому, чтобы
ну, как-то, каким-то образом обосновать победу, выигрыш той стороны, которая должна победить. То есть я всегда, когда еще только вот начинается процесс, и, знаете, такие подозрения, все-таки судья уже заряжен, да, на какое-то решение или не заряжен, да, куплен он там, или ему сказали, да, что вот такое решение. То есть, и у меня вот эта первая проверочка такая, да, потому что я знаю, что ту сторону, которую я представляю, мы там, допустим, никого не подкупали, да, ни с кем не договаривались, ничего этого нет, да, то есть абсолютно вот честно, справедливо пришли на этот суд, и чтобы проверить судью, что он тоже абсолютно честно и открыто, у меня первое ходатайство всегда: разрешите вести видеосъемку. Да, то есть даже если нет представителя какого-то средства массовой информации, то тогда у меня с собой есть там фотоаппаратик маленький, да, который, знаете, он тоже может видео, да, снимать. То есть любой фотоаппарат, у меня там стоит там, на 8 гигабайт флешечка, да, которая спокойно может там, весь судебный процесс час-два снимать. Да, и я включаю видео, ставлю, так вот спокойненько, и оно все снимается. И вот такое ходатайство я всегда первое заявляю. Как только судья говорит, что нет, да, то есть, ну, естественно, он сначала спрашивает противоположную сторону, мнение противоположной стороны, это нормально, это по закону так нужно. И вот когда противоположная сторона говорит: нет, я возражаю, не надо ничего снимать, да, это уже первое такое, значит, что-то они хотят не то делать, да. То есть человек боится огласки своего вот этого вот выступления, своих доводов, своей какой-то позиции, значит, что-то он чувствует нечисто там. И судья это тут же поддерживает и говорит: да, я запрещаю видеосъемку, да, все. Это уже такой серьезный сигнал, что здесь сейчас будет твориться произвол. Вы просто знаете, что на диктофон можно записывать процесс в любом случае. Это касается гражданского дела и административного дела, если вы куда-то попадаете в эти процессы, и зрителям, и участникам этого заседания на диктофон записывать можно, даже не спрашивая разрешения у суда и не ставя суд в известность. Да? То есть просто тупо, тихо включить диктофон. Как-то у меня была общественная приемная, там несколько лет, да, там бесплатно людей принимал, и приходило огромное количество людей, и вот это у меня прям вот уже стандартно такое было, да, наверное, десятки человек, всякие мамы этих людей задерживали, да, за наркотики, сами, жены там, и прочее, да, вот приходят, говорят: вот моего там человека там задержали за наркотики, да, они ему подкидывают, понимаете, то есть подкидывают наркотики, да, вот я не знаю, там один из примеров вам, да, обычный водила там на Жигулях, елки там, таксовал, да, и вот он подвез каких-то двух парней куда-то, и они выходят, он говорит: так, а деньги? Они говорят: какие деньги? Ты что, братан, да, ну там, полицейский, да. Он говорит: ну ничего себе, все равно полицейский, я что-то возил там с первого мотыга вот сюда их там привез, да, говорит: ну все равно вы заплатите, ребят, ну не серьезно же, да, я же время трачу, бензин трачу, да, я же занимаюсь, как бы вы работаете, я работаю. Но они ему говорят: ты что, не понял, что ли, что смирись, да, он говорит: не понял, да, давайте платить. Оказались с отдела по борьбе с наркотиками, да, они быстренько его, значит, наручники ему, привозят его в отделение и говорят: так, все, мы его задержали с наркотиками, да, вот он пакетик, который был у него в Жигулях, да, вот два понятых, при которых это все было. Все, понимаете, человек вот абсолютно. И как доказать, что этого ничего не было, да? Вот он пакетик, да, вот они понятые, вот он водитель, вот машина, вот они все описывают, эти два полицейских, понимаете? И вот это абсолютно вот этот произвол, да, который может быть, и он сплошь и рядом. Вот таких случаев я слышал, я говорю: ужас сколько. И они вот этим занимаются. А почему они этим продолжают заниматься? Потому что когда дело приходит в суд, судья слушает этот весь процесс и говорит: да, действительно, все доказано. Да, вот, пожалуйста, что является доказательством? Сами наркотики, протокол полицейский, да, там всякие там протоколы изъятия и прочее все. Вот эти два понятых там, это все является исчерпывающим доказательством того, что человек там перевозил наркотики, распространял наркотики и так далее, и так далее. Его сажают на несколько лет в тюрьму. Ни за что. А для чего они это делают? Они это делают, ну тут просто как бы распитаться с ним хотели, да, а так это часто просто делают, чтобы деньги вымогать. Ну и здесь с него тоже просто. Эта жена, которая мне приходила, она сказала: я как только к ним приехал, потому что они ему дали возможность позвонить, он позвонил жене, жена приехала, они говорят: $1000. Вот сейчас вложишь $1000, все прекращается, все. Он говорит: ну что, обалдели или нет? Дальше, как бы, когда уже все это засветилось, зарегистрировалось, да, и так далее, уже шло расследование, следователь сказал: $3000, чтобы все прекратить. Он говорит: вы что, нет таких денег? Тогда в суд. В суде сказали $5000, чтобы прекратить. Он говорит: нет таких денег. Все пошло, человек сидит.
Понимаете? Вот так вот все это двигается, да, то есть и система работает, и все знают, с одним судьей я говорил по такому поводу, да, который рассматривает такие уголовные дела, мы с ним в нормальных отношениях абсолютно, просто по-человечески, я с ним разговариваю. Слушай, неужели ты не понимаешь, что вот этот вот произвол, это же просто кошмар, да, что творится? Он говорит, ты пойми меня, если я, не дай Бог, вот такое дело оправдаю такого человечка, да, вот эта вся система, вся полиция, все прокуроры, а уголовное дело попадает в суд через прокуратуру, да, если вы знаете. То есть сначала полиция расследует, потом прокуроры его утверждают, и обвинение в суд прокуратура предъявляет. То есть два органа полностью уже как бы завязаны, да, полиция и прокуратура. Так вот он говорит, как только я хоть одного оправдаю, следующим буду я с этими наркотиками, со взяткой или с чем-нибудь еще. То есть каждый судья просто панически этого боится. Он боится всех этих органов, которые его потом подставят. Всей системы этой боится. И он ни в коем случае не может вынести против. Поэтому у нас оправдательных приговоров там, 1% или меньше. Все остальные обвинительные приговоры. Каждый судья знает, что если дело пришло в суд, человек должен быть осужден. И максимум, что он может сделать, вот эти вот там $5000, или что там судья, да, что он говорит, это он может за условно, чтобы не в тюрьму, он все равно осудит, но он смягчит наказание, смягчит статью, смягчит там еще что-то, да, вот какой-то сделает на минимум, но все равно приговор должен быть обвинительным. Оправдательного приговора быть. Но вот такая практика, такая как бы система существует в стране. А если министр официально не признает проблему, что она есть, эта проблема, да? Если он не признает, что все полицейские реально каждый день выходят, и гаишники все реально выходят, чтобы бабок себе настрелять, да, за это дежурство свое, чтобы полные карманы набить денег. Он это не признает, естественно, он с этим и бороться не сможет. Сначала нужно признать, открыто сказать, да, такая проблема есть. Теперь давайте, ребята, думать, как ее решить, эту проблему, да? Давайте соберем всех экспертов, международный опыт и так далее, да? И будем реально... Напишем какую-то программу, реально, а не для показухи, да, и будем ее выполнять и делать. Вот то, что сделали в Грузии. Реально президент захотел сделать и сделал. Всего там год, два, три понадобилось. Полностью всю полицию перестроили совершенно. Да. Взяток нет, ничего нет. Я не знаю, там вся приватизация у них идет там, миллионы, там, десятки миллионов долларов за каждый там объект, там, да, который стоит. Никаких откатов, ничего нет. Да. Почему? Ну вот так вот решили. То есть так на самом верху решили. То есть всегда все на самом деле сверху. Самый первый человек не взяточник, да, значит вокруг него окружение тоже, он будет с них требовать, чтобы никаких взяток не было. Он будет их карать. Он должен, вот, я не знаю, министр должен только вице-министров своих карать. Да? Если он всех вице-министров добьется, чтобы все вице-министры не были взяточниками, сколько их там, 2, 3, 5 человек, 10 человек, которые напрямую на него замыкаются, да? Значит, я просто уверен, эти 10 человек добьются, чтобы все остальные ниже не были, а те, чтобы все остальные. Потому что я, например, в армии долго служил, там 10 лет, да, офицером был вот такой образцово-показательной дивизии, у нас командир дивизии, там, я не знаю, ему не надо было гонять солдат, чтобы они все шелковые ходили, да? Вы слышали в армии? Дедовщина, солдаты, распояс и так далее, да, у нас было все идеально, как в учебном фильме. Да. Почему? Потому что командир дивизии требовал со своих ближайших. То есть у него там всякие эти командиры полков там и так далее, всякие, они по струнке ходили. Он их мог построить, они могли по пласту поползти, если что, да? Полковники, да? Естественно, эти полковники точно так же со своими, кто ниже, да? Я был там командир взвода лейтенант, потом командир роты капитан, да? И я вот так вот шел, выходил, да, и там, если надо, и по пласту полз. Представляете себе, да? Вот такое было реально. Ну тогда, ну, естественно, я потом со своих взводных, со своих солдат там спрашиваю, и сержантов, да, что тут попробуйте что-то, да? Вот это сверху очень здорово, четко вниз спускается. Любое, дисциплина, да, там, чтобы взяток не было, чтобы еще что-то. И вот этот личный пример, он колоссально действует, колоссально. Как, я не знаю, пример папы-мамы на детей действует, да, точно так же и здесь.